Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut operasi militer yang dilakukan Rusia di Ukraina berjalan sesuai rencana. Putin justru menuding tentara Ukraina menggunakan perisai manusia dan merekrut tentara bayaran asing dari Timur Tengah untuk memerangi tentara Rusia di darat. Saya ingin mengatakan bahwa operasi militer khusus berjalan dengan ketat sesuai jadwal, sesuai rencana. Semua tugas yang telah ditetapkan berhasil diselesaikan. Kita sedang berperang dengan neonazi, kata Putin saat berbicara di Dewan Keamanan Rusia, Kamis waktu setempat. Dilansir Kompas.com, pada kesempatan itu, Putin menuduh pasukan Ukraina menyandera warga asing dan menggunakan perisai manusia. Fakta bahwa kami berperang secara khusus melawan neonazi ditunjukkan oleh jalannya permusuhan. Formasi nasionalis dan neonazi, dan di antara mereka ada tentara bayaran asing, termasuk dari Timur Tengah, bersembunyi di balik warga sipil sebagai perisai manusia, ucapnya. Pernyataan Putin tersebut muncul setelah Rusia menginvasi Ukraina dari 3 sisi dalam kampanye militer terbaru. Menurut otoritas Ukraina, serangan tersebut menewaskan puluhan warga sipil dan melukai ratusan orang lainnya. Serangan Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-9 Jumat hari ini. Belum ada tanda-tanda berhenti meski kedua pihak sudah 2 kali berunding. Di pertemuan terakhir, baik Rusia dan Ukraina menyepakati zona gencatan senjata di wilayah yang dilewati pengungsi. Пункты Новокрасновка и Красновка. Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступление, действуя смежным флангом с подразделениями ДНР и взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя гора, Петровская, Шевченковская, Сладкая Балка, Ильчинково, Очерватая и Новопокровка. Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов, западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии, налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающих авиацию. Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы местных жителей. Все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия. Речь идет о противотанковых комплексах «Джавелин», «Нлоу» и переносных зенитных ракетных комплексах «Стингер», на освоение которых требуется серьезная подготовка. В военной разведке США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК, Академий, Кьюбик и Дин Корпорейшн. Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих, этнических украинцев, для помощи киевскому режиму. По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наемников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим. Только на минувшей неделе через Польшу прибыло около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве. Военному атташе было указано на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шеллера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году и формирующего отряды хорватских наемников для отправки на Украину. Обратили внимание, что нам известно о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников. Хочу официально подчеркнуть, все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, это привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистический режим, 7 раз подумать перед поездкой.